Ларьки, палатки, павильоны, киоски, автофургоны, автоцистерны с молоком – все это нестационарные торговые объекты. Каков рынок нестационарной торговли в Татарстане? Что необходимо менять и насколько это будет радикально? Об этом сегодня в ток-шоу «Трибуна нового века». Добрый вечер. С нами сегодня в этой студии главный советник управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Александр Борисович Маратканов. Добрый вечер. Добрый вечер. Председатель комитета потребительского рынка исполнительного комитета Казани Руслан Фаритович Фазылянов. Добрый вечер. Заместитель прокурора Казани Сергей Александрович Урванцев. Добрый вечер. Добрый вечер. И начальник отдела развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан Резеда Мунировна Миниханова. Добрый вечер. Здравствуйте. В нашей студии также руководители и ведущие специалисты управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, Главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан, Госалкоголь инспекции Республики Татарстан, аппарата уполномоченного при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, представители муниципальных районов республики и общественные организации. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 554-56-10. Звоните, задавайте вопросы. Мы также принимаем ваши сообщения по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. На протяжении всей программы мы будем их транслировать. Подключайтесь. Александр Борисович, нестационарные торговые объекты. Что с ними не так? Почему мы сегодня выносим эту тему на обсуждение? В 2015 году Земельный кодекс Российской Федерации был очень серьезным образом изменен. Если раньше земля под эти объекты предоставлялась предпринимателям на праве аренды, сейчас это право на размещение. То есть изменился правовой режим, и фактически, вот если мы возьмем город Казань, то это практически 700 предпринимателей, которые остались в одночасье без готового договора на право работать. Эта ситуация сразу же, соответственно, подразумевает под собой возникновение коррупционных рисков. Да? То есть каждый не хочет потерять свое место, каждый хочет сохранить свою работу. Поэтому президентом республики, конечно же, всегда большое внимание уделяется вопросам поддержки малого предпринимательства. И было принято решение, которое было оформлено постановлением Кабинета министров республики. Я думаю, сегодня гости в этой студии подробно это обсудят, останавливаться не будем. Далее, конкуренцию добросовестным предпринимателям очень часто составляют граждане, которые занимаются данной деятельностью незаконно. То есть устанавливают объекты и, соответственно, без какого-либо оформления. Да? Здесь у нас возникают вопросы сразу же к электросетям, к подключениям, да? Вопросы санитарной и эпидемиологической безопасности населения и так далее. То есть с этими проблемами мы тоже должны бороться. Это точно такие же коррупционные риски. И, конечно, не стоит забывать, что ларьки, нестационарные объекты – это вид нашего города. И они должны лаконично, гармонично вписываться в него. Поэтому мы считаем, что те требования, которые предъявляются к этим объектам, они должны быть соблюдены, и за ним должен быть строгий надзор. Кроме того, за каждым таким объектом стоят семьи, которые, соответственно, работают, да, получают доходы. То есть это рабочие места. То есть здесь мы должны очень аккуратно эти вопросы решать, чтобы вопрос развивался и граждане получали ответы на свои вопросы. Действительно, вопросов больше, чем ответов. Сергей Александрович, насколько распространены на сегодняшний день нарушения в части размещения стационарных торговых объектов в Казани, например? Действительно, вынужден констатировать, что на территории Казани действительно имеются серьезные упущения в сфере организации нестационарной торговли. При этом хочу отметить, что, на мой взгляд, это касается не только города Казани, но и любого крупного города, республики и страны в целом. Многие, наверное, из вас помнят события, которые не так давно произошли в городе Москва, когда... Ночь длинных ковшей, да? Да, так называемая ночь длинных ковшей. То есть годами объекты стояли, никто их не сносил, и вот практически в одночасье это было сделано. И также вот хотел, как мой коллега, отметить многогранность этой проблемы, то, что нарушаются в данном случае не только интересы бюджета муниципального образования, поскольку плата не поступает в бюджет от размещения этих объектов, но и нарушаются интересы добросовестных предпринимателей на равноправное участие в предпринимательской деятельности, поскольку они как раз-таки эти платежи делают, соблюдают требования пожарной, санитарной безопасности и так далее. Ну и еще раз я отмечу, что
Эстетика города, конечно, не последнее значение для нас имеет. Мы все видим, как преобразился наш город. Мы все хотим, чтобы он был красивый. И когда вот такие вопиющие примеры... А покажите, кстати, нам эти примеры, да? То есть мы как раз проиллюстрируем как раз эти примеры, которые выявлены в ходе мониторинга, да? Да, это, конечно же, город наш не красит. Что касается, значит, нарушений. В 2018 году прокуратурой города Казани была проведена проверка реализации полномочий исполнительным комитетом в данной сфере правоотношений. И были установлены довольно серьезные нарушения муниципалитета. Я их разбил на блоки, чтобы было понятнее. Первый блок – это длительное непроведение торгов. То есть у нас годами не проводились торги исполнительным комитетом, соответственно, вопрос размещения объектов был под большим вопросом. Да? Приведу несколько примеров. У нас в городе Казани довольно широко представлена сеть флористических салонов, это букет столицы. И вот нами было установлено, что около десятка объектов этой сети отсутствовали в схеме размещения НТО. Аналогичным образом, по результатам проверки письменного обращения гражданина было установлено также незаконное размещение на муниципальной земле пунктов по розливу воды «Ключ здоровья». Кроме того, мы проанализировали, значит, данные в открытом доступе, размещенные в сети интернет, и установили, что объекты в парках и скверах также у нас не нашли своего отражения в схеме, то есть они также стояли незаконно. При этом надо отметить, что острота проблемы размещения нестационарных торговых объектов особо остро встала в момент подготовки к чемпионату мира 2018 года. Дело в том, что порядка 3 десятков объектов мы установили, что они имеются в зоне гостеприимства, так называемой. То есть это территория, через которую проходили маршруты движения автобусов с участниками чемпионата и где массово гуляли гости нашей столицы. Помимо этого у нас был второй блок нарушений. Это факты размещения объектов с нарушениями их профиля и предельной площади. Дело в том, что в схеме на каждое место у нас предусмотрен профиль того или иного объекта и предельное значение площади этого объекта. Так вот, у нас были выявлены такие факты, что, значит, объекты размещаются с нарушением этого принципа. Самый наглядный пример – это на улице Кремлевская. Должен был быть размещен объект по продаже печатной продукции площадью не более 6 квадратных метров. Однако прокурорской проверкой было установлено, что фактически там размещалась кофейня, и площадь была гораздо больше. И вот, несмотря на эти очевидные факты незаконного размещения стационарных торговых объектов, муниципалитетом не принимались активные действия по их демонтажу, и также, как я уже повторюсь, не проводились торги на право размещения этих объектов. Последний, третий блок нарушений – это основной недостаток схемы, то, что в ней отсутствовало территориальное закрепление места размещения объектов к картографическим координатам. То есть использовалось словосочетание «вблизи дома», что, как вы понимаете, создает фактически широту дискреционных полномочий того или иного ответственного сотрудника. Да? То есть он может посчитать, что это вблизи тот или иной объект, а другой не совсем вблизи, скажем так. Это является коррупционогенным фактором. По результатам проверки все эти нарушения вошли в обобщенное представление, довольно объемное, которое было внесено на имя руководителя исполнительного комитета с требованием устранить выявленные нарушения. Спасибо. С нами в студии первый секретарь Татарстанского республиканского отделения политической партии Коммунистической партии коммунистов России Альфред Ракибович Валиев. Добрый вечер, Хайырлы кич. Для вас эта тема не новая. Скажите, пожалуйста, что вы выявили и что нужно сделать? Добрый вечер, уважаемые казанцы. Ну, что хочется сказать. Вот согласно плану дислокации на сегодняшний день в городе Казани около 900 стационарных павильонов, которые, ну, законно, можно так сказать, а реально их около 3000. Вот эти 900, они прошли, ну, и все процедуры согласования, оформления, прошли дорогостоящие аукционы, платят налоги, платят за землю, вот. И, кстати, постоянно их именно контролируют те органы, которые положены. То есть постоянно проходят проверки по этим. А вот где эти 2000 павильонов, которые незаконно стоят? Они налогов не платят. У них санитарных книжек нету. И вообще, есть ли у них оформленные
индивидуальными предпринимателями они. И чем они торгуют? Вот сейчас вот вы видели, они могут торговать рыбой с земли. И главное, это ведь не речная рыба, это рыба именно океаническая, понимаете? Вот. Мы, кстати, вот мониторинг проводили, некоторые фотографии делали. Вот. Или вот, например, есть некоторые торговые сети, вот мы говорим про аукцион, такие как «Магнит», «Августина», которые вообще алкоголем рядом со школами, рядом с поликлиниками, вот, продают алкоголь и табак. Ну вот, и как следствие безобразие в подъездах, наверное, да? На детских площадках, если это рядом с жилым комплексом. Вот комитет потребительского рынка нам говорит, что нужно дорогостоящее средства выделять, чтобы убрать эти павильоны. А давайте мы просто спросим, а кто им свет подключает просто? Как они подключают к свету? Вот я проходил процедуру, я сам, руководитель большого предприятия, это мне 3 месяца. А они в течение дня. И куда смотрят торговые отделы районов, куда смотрят участковые? Это же не один день, это не за один день ставят этот павильон. 1, 2, 3 дня. Где силовые структуры? Потом мы где-то мониторинг провели, также вот в среднем вот этот павильон, кому-то они платят от 20 до 50 тысяч. И вот эти 2000, если умножить, это выходит около миллиарда в год. Куда эти деньги, вот этот миллиард уходит? Вот это непонятно. И кто за этим контролирует? Почему за этим прокуратура не наблюдает? Вот. Почему чиновники определенного ранга за этим не смотрят? Это же огромные деньги, это для бюджета города, это огромные, если посчитать. А некоторые павильоны, они до 100 тысяч доходят, которые платят. И кому они платят? Надо с этим разобраться, они просто так не стоят. Просто так свет подключить, это невозможно. Понимаете? Еще вот хочется сказать про садоводов, про наших. Вот у меня есть председатель садоводческого товарищества Ромашка Тарасов. Вот. Он часто жалуется, что вот там военные пенсионеры, они приходят, то, что выращивают, они не могут продать, потому что, вот понимаете, они приходят с ведрами, их сразу начинают гонять. Участковые, те же участковые, а рядом стоят перекупщики со Средней Азии, с Закавказья, им ничего, а этих сразу выгоняют. Вот тоже хочется обратить на это внимание. И вот последнее, что я хочу еще сказать, вот согласно нового законопроекта Минторга о внесении изменений в закон о госрегулировании торговой деятельности, вот многих предпринимателям в будущем, вот тех законных, их оставят без работы. Понимаете? Потому что вот эти аукционы нам первый раз дают пройти, то есть без аукциона, второй раз а на третий раз уже выходим на аукцион. И вот сколько я вот замечал по этим вопросам, нас просто вот такие крупные торговые сети, вот как вы говорили, как «Букет» столицы, как «Августина», мы не сможем с ними аукционы пройти. Понимаете? И ситуация такая была. Вот сидит предприниматель здесь, Гуля. Вот, она тоже через аукцион проходила. И тут откуда сразу на ее землю, она торговала там лет 20, наверное, да, на этом месте. Возьмите микрофон, представьтесь, пожалуйста. Всем пришлось столкнуться, когда... И пришлось нам прийти до председателя исполкома города и объяснить, что это вообще уже уму-разуму не подлежит. Давайте послушаем. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Файзулина Гузель Аглимудиновна. Я как бы стою у истоков, предпринимательской деятельности. И, в общем, со мной случаются такие чудеса. То есть в этом году я прошла, значит, электронные торги. До этого я занимаюсь цветами. У меня, в общем, торговый павильон. Их было очень много. Теперь он у меня остался один, который кормит мою семью. И в этом году я, в общем-то, прошла электронные торги. И сейчас, когда, в общем-то, у меня на руках договор аренды, я понимаю, что мы уничтожены. Предприниматели, которые согласились на это, то есть нас уничтожают. Во-первых, там много подпунктов, которыми мы не согласны. Мы сейчас стараемся это, конечно, все исправить, но не знаю, услышит нас руководство или нету. Но я хочу, чтобы нас услышали. Спасибо. Сегодня у нас с нами в студии заместитель уполномоченного по правам предпринимателей, чуть попозже. Но сейчас много говорит, как раз ответим на ваш вопрос. Но у нас сегодня неоднократно звучало слово «схема». Что же такое, Руслан Фаридович, что же такое схема размещения нестационарных торговых объектов? Как она формируется?
Согласно законодательству о торговой деятельности, каждый нестационарный торговый объект должен войти в схему размещения нестационарных торговых объектов. В нашей ситуации городская схема, она утверждена постановлением исполнительного комитета. Фактически это схема предусматривает места размещения, то есть поадресные места размещения. Каким образом формируется? Формируется она на основании заявлений предпринимателей, которые хотят работать на том или ином месте. После получения заявления, далее данное заявление проходит процедуру согласования уже с исполнительным комитетом, с структурами со всеми, которые уполномочены согласовывать данную схему. В настоящее время в схеме размещения, городской схеме размещения у нас 740 объектов. Где могут размещаться нестационарный торговый объект, где не могут? И если человек действительно прошел электронные торги, входит ли он сразу в эту схему? Электронные торги проводятся на основании схемы, то есть каждое место отдельным лотом выставляется на электронные аукционы. После этого на электронные общедоступные аукционы любой предприниматель, который изъявил желание, может войти в эти электронные аукционы и поучаствовать на повышении цены, да, естественно, выиграть эти места. Отвечая на первый вопрос, объекты размещаются на основании федерального законодательства с соблюдением, должны размещаться на основании федерального законодательства с соблюдением норм пожарной безопасности, норм правил дорожного движения и так далее и тому подобное. Спасибо. Итак, есть правила, которые четко регламентируют порядок размещения и осуществления деятельности и прочее. А есть уполномоченный орган, который контролирует соблюдение этих правил, то есть исполком города или района. Они диктуют политику и законодательно, и с точки зрения соблюдения. В Федеральном законе о государственном регулировании торговой деятельности прописаны следующие нормы. Нестационарные объекты на рынках и на ярмарках тоже размещаются согласно схеме размещения. Схему размещения объектов торговли, это палатки, ларьки, утверждают в муниципальном органе власти, например, в администрации района. В этой схеме и, соответственно, по факту на рынке и на ярмарке среди общего количества объектов нестационарной торговли не меньше, чем 60% объектов должны принадлежать малому и среднему бизнесу. Схема размещения объектов нестационарной торговли должна быть опубликована, в том числе на интернет-сайте администрации соответствующего района. Если в администрации района или города рассматривается схема размещения нестационарных торговых объектов или рассматриваются изменения, то ни изменения, ни новая схема не должны затронуть те торговые объекты, которые уже стояли на своих местах и работали. Даже если они еще не начали работать, а только еще началось их строительство или возведение. Если нестационарный торговый объект находится в здании, в торговом комплексе, например, или на земле, которая находится в частной собственности, то порядок и условия функционирования такого объекта определяет собственник, естественно, в рамках действующего законодательства. Предприниматели, которые занимаются торговлей в нестационарных объектах, должны соблюдать все необходимые правила и нормы, которые касаются пожарной безопасности, соблюдения санитарных норм, ветеринарной безопасности, удобства для покупателей, должны соблюдать все нормы закона о защите прав потребителей. В законе о регулировании торговли описаны общие моменты, которые касаются организации любой торговли, в том числе нестационарной. Вместе с тем, есть множество нюансов, которые касаются организации и осуществления нестационарной торговли, но которые в законе не уточнены. Минпромторг разработал свои рекомендации и разослал их во все регионы. В них ведомство конкретизирует всю нестационарную торговую деятельность и объясняет многие моменты для того, чтобы она была организована максимально эффективно для всех. Для государства, для предпринимателей, для населения, а также для того, чтобы снять барьеры, препятствующие развитию малого предпринимательства в стране. Резеда Мунировна, если будет строиться павильон площадью больше 100 квадратных метров, если в нем будет 2 и больше этажей, то нужно ли будет заключать договор аренды земли? В действующем законодательстве такого требования нет. И тут вопрос не в этажности и в площади объекта, а в его капитальности. Если это объект капитального строительства, то под ним необходимо сформировать земельный участок, заключить договор аренды и зарегистрировать его в установленном порядке. Если же это объект некапитального строительства, то есть не стационарный торговый объект, то заключается договор на размещение. Отлично. То есть, если продажа осуществляется в павильонах, в ларьках, в киосках, лотках, на елочных базарах, овощных рынках, то нужно заключать договор размещения или аренды?
На эксплуатацию или на размещение должен быть договор? Сначала конкретное место выставляется на аукцион, и по результатам аукциона заключается договор на размещение. Этот договор должен заключаться на какой срок? В соответствии с постановлением Кабинета министров срок договора должен быть не менее 5 лет. Если предприниматель занимается развозной или разносной торговлей, то его лотки или перевозные автофургоны обязательно нужно сверять со схемой размещения НТО. Для начала нужно заключить договор и появиться в этой схеме. И только после этого можно заниматься мобильной торговлей. К примеру, в Казани можно реализовать это право двумя способами. Либо осуществлять торговую деятельность на специально оборудованных шатрово-ярмарочных площадках, которых в Казани 9, либо приобрести на аукционе право заниматься мобильной торговлей в рамках сезонной торговли. Как поступить предпринимателю? Что он должен сделать? Просто прийти в администрацию и уведомить об этом или как? В исполком подойти? То есть что должен сделать предприниматель? Или просто достаточно сообщить об этом местным властям? Нет, он сначала должен заявиться и заключить договор. Просто так, уведомив, он не сможет заниматься мобильной торговлей. Отлично, хорошо, спасибо. 554-56-10, телефон прямого эфира. Если есть телефонный звонок, мы готовы принять. Отлично, есть телефонный звонок, нам подсказывают. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, добрый Здравствуйте. вечер. Вот Ильдар Каримов, меня зовут, Альметьевск беспокоит. У меня такой вопрос. Вот на своем участке можно разместить торговый объект без изменения разрешенного использования? Вот у меня участок ЕЖС. На своем земельном участке имеете в виду? Да. На своем земельном участке можно ли построить нестационарный торговый объект? Так? Спасибо, хороший вопрос. Кто ответит? Руслан Фаритович. Согласно действующему законодательству о торговой деятельности, конкретно это статья 10, лицо, имеющее в собственности земельный участок, может разместить объект, нестандартный торговый объект, но с соблюдением законодательства, естественно, да, соответственно, должен соблюсти разрешенный вид использования. Если это земли ИЖС, там запрещено размещать нестационарные торговые объекты. Вот таким образом. Спасибо. Насколько остро сейчас в районах республики стоит проблема с незаконным размещением киосков и павильонов? Как часто приходится выходить и заставлять предпринимателей сносить, то есть демонтировать, убирать незаконно установленные павильоны и торговые объекты? За всю республику, конечно, я вам не отвечу, отвечу за Казань. Нами постоянно мониторится территория города, выявляются незаконные торговые объекты. Каким образом выявляются они? То есть их законность, незаконность. Проводится муниципальный земельный контроль. На основании муниципального земельного контроля мы определяем, на какой территории данный объект расположен и распространяются ли наши меры воздействия на этот объект. На данный момент с начала года выявлено порядка 100 таких незаконных объектов. Нами проводится работа по демонтажу. Порядка 30 объектов уже демонтировано, и по остальным ведется работа. Естественно, не все объекты находятся на муниципальных землях, некоторые находятся на государственной собственности, некоторые на частной собственности, на которые не распространяются наши полномочия. Но вместе с тем, в настоящее время мы прорабатываем этот вопрос, и, возможно, скоро наши полномочия будут распространяться на эти места. То есть, в любом случае, ночь длинных ковшей, которая была в Москве, нам не грозит. У нас работа ведется на системной основе, так ведь? В настоящее время на системной основе, да, у нас есть нормативы, на которые мы опираемся и работаем. Александр Борисович, вам слово. К нам часто обращаются граждане с такими проблемами, что стационарные торговые объекты подключаются к электросети их дома, жилого. И, соответственно, так получается, что предприниматель недобросовестный перекладывает свои счета за электричество на этих граждан. Обращений таких много, соответственно, проблемы есть. Мы эти вопросы постоянно поднимаем и думаем, что в ближайший момент все-таки какие-то будут приняты решения, чтобы эту проблему полностью устранить. Спасибо. Сергей Александрович, насколько остро и действительно
Вот много ли демонтировали этих павильонов, выходили, демонтировали? Ну, сказал сейчас Руслан Фаритович, что идет на системной основе, и ночи длинных ковшей нам здесь не грозит. Так? Ну, надеюсь, да. В основном это зависит от исполкома, конечно же. Мы совместно периодически проводим совещания с судебными приставами также, где возбуждено исполнительное производство о сносе объектов. Поэтому ситуацию держим на контроле и работаем в этом направлении совместно. Спасибо. 554 56 10, телефон прямого эфира. Если есть телефонный звонок, мы готовы принять. Нужны ли ларьки и киоски на улицах нашего города? Если их снесут, не будет ли это ударом по малому и среднему бизнесу? Насколько проект закона об НТО решает проблемы, связанные с нестационарными торговыми объектами на территории Республики Татарстан? Этот вопрос я адресую заместителю уполномоченного при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Венере Камаловой. Добрый вечер, Венера Айдаровна. Хайр Ликич, добрый вечер. Здесь сегодня говорили, что действительно действия не муниципалитета нацелены на то, чтобы действительно поддерживать, стимулировать бизнес, а бабушка могла купить что-то рядом с домом. Да? Но тем не менее, убирая рядом те же самые киоски, да, с территории ТСЖ, получается, что предприниматель лишается мест торговли, а бабушка, как говорится, в шаговой доступности продукты. И тем не менее, с какими негативными последствиями может столкнуться бизнес в связи с принятием закона об НТО? Нужно сказать, во-первых, что федеральный закон, он, как вы уже понимаете, федеральный, и, соответственно, он призван решать федерального уровня проблемы. В Республике Татарстан, как в самом начале мой коллега уже пояснил, в 2016 году было принято постановление Кабинета министров, и оно в большинстве своем сняло вопросы для предпринимателей. То есть, безусловно, в 2015 году, когда была эта сложная ситуация, вот я вижу коллегу от предпринимателей, они в массовом порядке обращались к нам, к уполномоченному за защиту их прав и в прокуратуру. Соответственно, в рамках Совета по предпринимательству была создана проектная группа, и мы, несмотря на то, что федерального регулирования, вот, кроме Земельного кодекса, там, скажем так, одной статьи по порядку предоставления права на размещение НТО не было на тот момент, мы смогли совместно с муниципалитетом, с Казанью, с крупными челнами разработать постановление Кабинета министров. И на самом деле сняли много вопросов. Федеральный закон, по сути, идет по следам уже принятого постановления Кабинета министров. Безусловно, он гарантирует и закрепляет на федеральном уровне основные гарантии предпринимателей. Мы говорим сейчас о предоставлении без торгов права на размещение, в том случае, если предприниматель на законных основаниях на момент, на 1 марта 2015 года, когда произошли глобальные изменения по порядку предоставления права для НТО, соответственно, имел договор аренды заключенный и не нарушал дисциплину платежей. Мы также говорим о том, что если предприниматель вошел в схему, то он также может беспрепятственно получить, соответственно, свое право. Ну и ряд других гарантий, которые, безусловно, сняло максимально много вопросов, но сейчас в проекте федерального закона есть моменты, которые, как нам кажется, могут вызвать большие вопросы со стороны предпринимателей. Первое – это то, что невозможно будет менять назначение объекта, изменять его порядок использования. Второе – вот про однократное продление сказано, действительно это вызывает опасения. Ну и третье – очень важным и вовремя поступил вопрос относительно, могу ли я на своем участке разместить НТО. Так вот, после федерального закона, после вступления его в силу, разместить на своем участке самостоятельно он не сможет свой нестационарный торговый объект в силу того, что этот объект сначала должен быть включен в схему муниципального образования, и только потом его право появится на размещение такого объекта. Мы считаем, что это повлечет достаточно большое количество проблем у предпринимателей, потому что на сегодняшний день такого требования не было. Соответственно, оно появляется. Его придется, во-первых, привести в соответствие то, что сейчас уже находится, ну и на будущее не позволит предпринимателям использовать свои земельные участки в соответствии с назначением. Венера Айдаровна, сегодня уже звучала фраза о том, что никто не контролирует, куда смотрят чиновники, куда смотрит руководство, куда смотрят уполномоченные по правам предпринимателей. Что можно посоветовать сегодня нашим действующим предпринимателям, которые также наши... Я думаю, в отношении нас вряд ли будут такие высказывания, но, безусловно, вы всегда можете к нам обратиться. Я думаю, что мы уже лично даже знакомы, мы знаем каждого из вас, поэтому мы также открыты, как и всегда. Приходите. Вот я слышала вопрос по поводу договоров. Да, по договорам это тоже к нам. Мы можем совместно с исполнительным комитетом этот вопрос, я думаю, отрегулировать. Если есть положения, которые, по мнению предпринимателей, неприемлемы, и они не отрегулированы постановлением Кабинета министров, то эти вопросы также можно путем переговоров, без всяких судебных тяжб, я думаю, что принять решение и решить. Венера Айдаровна, а есть ли предложения по усовершенствованию закона с учетом интересов бизнеса? Конечно, все эти предложения мы уже формулировали и в адрес Министерства промышленности и торговли, и совместно будем прорабатывать. Вот только что буквально также это обсуждали. Сейчас у нас в республике есть время для того, чтобы сформулировать, мы это делаем. Спасибо. Продолжим сразу после рекламы на ТНВ.
Это ток-шоу «Трибуна нового века». В прямом эфире мы говорим о деятельности, о действиях нестационарных торговых объектов. 554-56-10, телефон прямого эфира. Звоните, дозванивайтесь. Также на протяжении всей программы мы принимаем ваши сообщения по электронной почте, на электронный адрес нашей программы, который вы видите на своих экранах. Все сообщения, которые поступают и продолжают поступать, мы транслируем на экранах. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я могу вам изложить? Да. Так вот, я постоянно пишу в адрес всех органов власти нашего города относительно несанкционированного рынка на перекрестке улиц Фучика и Рихарда Зорге. Многократные по существу мои обращения с 2011 года по настоящее время этот рынок существует. И никаких действий реальных в отношении предпринимателей, которые, как вот тут выразились, неофициально не торгуют, в отношении их никаких мер не принимают. Все время мне Лобов отвечает: вот мы составили протоколы, Они составят 1-2 протокола, а до такой степени уже обнаглели эти предприниматели, они, видно, платят деньги и постоянно торгуют. Вот считайте, сколько уже. Спасибо. Лет. Вопрос ясен, адрес ясен, да, Руслан Фаритович? Наша тема – Казань. Я понял, о чем речь, да. Фучка, Зорге, да, это проблемная территория, однако же там отсутствуют нестационарные объекты, да, которые демонтировать в настоящее время мы можем. Данная территория является местом несанкционированной торговли. То есть люди выходят туда, либо заезжают с машинами. Естественно, машины мы демонтировать не можем. Это, возможно, может сделать ГИБДД в случае, если нарушаются правила безопасности дорожного движения. Правильно? Ну, естественно, есть в администрациях районах органы общественного правопорядка, так называемые, да, муниципальная полиция, вот, которые составляют административные протоколы. Таким образом и работа ведется. Сергей Александрович, ну, наверное, в адрес и вашего ведомства упрек прозвучал. Ну, возьмем на карандаш обязательно эту ситуацию. На контроль. На контроль. Спасибо. Да. Спасибо. Меняется место, сохраняется бизнес. Еще один пункт, точнее принцип, указанный в методических рекомендациях Минпромторга Российской Федерации. Это означает, что если городские или районные власти вдруг решают развивать территорию, где расположены нестационарные торговые объекты, и эти ларьки, палатки и так далее, в общем, придется убрать, снести, то власти должны предоставить бизнесу равноценные места в городе или районе для продолжения бизнеса. Это так, Руслан Фаритович? Если мы сносим здесь, то обязательно где-то будет в другом месте. Да, действительно, это так. Не то, что сносим. Если исключается из схемы, то, как уже коллеги сказали, принято в 2015 году постановление Кабинета министров, которое регламентирует эти все вопросы. Все предприниматели, имеющие право размещения, право аренды на территории на момент изменения федерального, то есть на момент изменения земельного законодательства, это именно 1 марта 2015 года. В случае, если есть у предпринимателя действующий договор аренды, то он имеет право обратиться в исполнительный комитет и заключить с нами договор, то есть получить компенсационное место. 554-56-10, телефон прямого эфира. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Говорите. Добрый день, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а законность СТО территории многоквартирных жилых домов? Спасибо. Законно ли расположить, да, торговый объект, нестационарный торговый объект на территории жилых домов? Руслан Фаритович. Повторюсь, согласно земельному законодательству, согласно санитарным нормам, правилам, а также правилам благоустройства города Казани, размещение нестационарных торговых объектов на территории многоквартирных жилых домов незаконно. Я думаю, что мы к теме ТСЖ сейчас еще вернемся, да, но вот хотелось бы по поводу переноса места, по поводу того, что власти должны предложить, подобрать место для переноса торгового объекта. То есть, причем местные власти должны предложить предпринимателю альтернативный участок, да, о чем сегодня говорили, из которых он сам подберет для себя подходящее место, которое должно его, в общем-то, устраивать. Как на самом деле. С нами в студии действующий предприниматель Евгений Константинович Иосифов. Добрый вечер. Евгений Константинович, как это происходит на самом деле? Вы как предприниматель, с чем столкнулись? Вот если было так, как вы сказали,
было просто здорово. Не только я сказала, представитель власти сегодня с нами. На самом деле все немножечко не так, далеко не так. Вот смотрите, вот сейчас обсуждается законопроект Минпромторга России как раз вот по внесению изменений в правила торговли. Вот что там написано? Вот все декларируют этот известный принцип. Поменял место, сохранил бизнес. Предполагается, конечно, что место будет примерно такое же, что вот потребовался этот земельный участок городу. Значит, товарищ, разбирает павильон, переносит на новое место и продолжает свой бизнес. А что написано в этом законопроекте? Вот смотрите. В случае исключения места размещения нестационарного или мобильного торгового объекта из схемы размещения, индивидуальному предпринимателю предоставляется право на осуществление торговой деятельности в компетенционном месте, если схемой размещения торговых объектов предусмотрено такое компенсационное место. То есть вас попросят освободить место, а компенсационного места может и не найтись. И еще очень интересно, значит, что такое компенсационное место? Как трактует компенсационное место закон? Вот смотрите. Значит, место размещения нестационарного торгового объекта или мобильного торгового объекта, в отношении которого стартовая цена торгов на право заключения договора на размещение. Ну, в общем, это характеристики. И в конце. И если в отношении такого места размещения на дату указанного исключения не заключен договор на размещение. То есть опять получается, что вырисовывается такая картина. Вот смотрите, схема размещения. Да? Значит, проводятся торги. Какие-то места никого не интересуют. Значит, и вот тем предпринимателям, у кого, значит, вот этот казус произошел, значит, просят власти перенести свой торговый павильон, значит, вот он выбирает из того, чего никому не нужно. И на его, если он выбрал что-то, и если вдруг на это место кто-то уже подал заявление и заключил договор на размещение, то опять мимо. На наш взгляд, компенсационное место – это должно быть новое место размещения НТО, значит, которое определяется хозяйствующим субъектом и местным самоуправлением, и вносится в схему размещения взамен исключенному. Ну, с такими же вот характеристиками, какие были у исключенного. Хорошо. Руслан Фаритович, вам слово. Спасибо. Извиняюсь, конечно, не знаю, почему индивидуальный предприниматель Иосипов говорит то, что действующие нормативы, которые сейчас действуют в Республике Татарстан и в Казани, не так, как я сказал, да, действуют. Наверное, путается понятийный аппарат, потому что вы сейчас говорите о вносимых изменениях в федеральный закон 381. Но на данный момент у нас с ИП Иосиповым заключен договор как раз-таки на основании тех нормативов, которые я сказал. Как раз-таки предоставлено компенсационное место. Так. Оно сейчас так. Вот, вам предоставили место? Вам не нравится это место? Немножечко не так. Значит, вот понимаете, какая картина сейчас? Значит, у нас участие предпринимателей почему-то, значит, исключили места их павильонов из схемы размещения. И в результате получилась такая картина. Где бы у тебя ни стоял павильон, ты имеешь право заявиться на компенсационное место. Понимаете? И если несколько предпринимателей, значит, облюбовали какое-то компенсационное место, то между ними проводятся торги. А мы уже говорили о том, что любые торги – это против мелкого бизнеса. Человек, у которого там был один единственный павильон, он просто нет денег для того, чтобы участвовать в торгах. Понимаете? Этих мелких предпринимателей, такие сети, как Августина, Букет столицы, просто выжимают. То есть участие в торгах бизнеса. Платное, да, Руслан Фаритович? Для участия в торгах, для входа на электронную площадку, да, естественно, Сколько? нужно купить ключ. Он там рублей 500, но может быть 1000 стоит. Так, правильно? Да? Что говорите? Да, добавьте, пожалуйста. Я вот прошла в этом году электронные торги. Это затраты очень большие. Электронный ключ, он не стоит 500 рублей. Он стоит больше. И вообще вот этот шаг тоже стоил в этом году. 130 тысяч мое стоило место. Сколько? 130 тысяч официальная цена моего места. Декабристов 178
А. Александр Борисович, наша тема. Мы говорим о том, что, соответственно, взаимодействие вот это, да, между предпринимателем, который работает законно и которым незаконно, оно очень серьезные проблемы вызывает на сегодняшний день. Почему? Потому что вы не можете конкурировать на равных. Соответственно, вы, оплачивая все взносы, официальные платежи, налоги, соответственно, не можете предоставить, наверное, те условия своему потребителю, которые может предоставить ваш, соответственно, оппонент, да, ваш сосед, который, если вдруг он делает это незаконно. О таких случаях, естественно, вам нужно сообщать. Да. Я думаю, что прокуратура республики и, соответственно, муниципалитет города Казани, мы, пожалуйста, обращайтесь, мы с этими вопросами будем разбираться. Спасибо. Вот сегодня прозвучал звонок по поводу размещения нестационарных торговых объектов на территории жилого дома. Вот действительно, Руслан Фаритович, понимают ли все стороны, в том числе и ТСЖ, о том, что территория жилого дома не предназначена для нестационарной торговли? Ну, за ТСЖ ответить не могу. Наверное, уж должны понимать, потому что действующее законодательство, оно об этом гласит. Это и так понятно, в принципе. Как еще ответить? То есть, к слову, я ни разу не слышала, чтобы собственники жилья, например, жаловались бы на невозможность установить киоски. Зато множество обращений примерно вот такого содержания. У нас во дворе установили пивной ларек, пивной киоск. Согласия на него никто не давал. Голосование было организовано сомнительное. Да? А теперь по двору бегают крысы, и деньги идут непонятно куда. Нет, на самом деле собственники жилья могут и сами подать в суд, так же, как и мы имеем на это право, да? Но не знаю, почему они... Спасибо. С нами в студии начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкоголь-инспекции Республики Татарстан Татьяна Хабибульна. Татьяна Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. С точки зрения Госалкоголь-инспекции, насколько остро стоит вопрос реализации алкогольной продукции вообще в нестационарных торговых объектах, и как вы обходитесь со злостными нарушителями? Согласно действующего законодательства, в нестационарных торговых объектах розничная продажа алкогольной продукции запрещена. И при этом нам, в принципе, все равно, законно установлен этот нестационарный торговый объект, либо незаконно. Пива, пивных напитков, а также спиртосодержащих жидкостей двойного назначения, именуемых в народе фанфурики, там быть не должно. И если мы получаем такую информацию о продаже в основном пива и ССЖ в нестационарных торговых объектах, естественно, мы это пресекаем. Выносим определение возбуждения дела об административном правонарушении, выезжаем на место, проводим осмотр торгового объекта. Если там на самом деле пиво реализуется, мы его изымаем и составляем протокол в отношении нарушителей. Штраф достаточно большой, от 30-40 тысяч, с конфискацией изъятой продукции. Но проблема заключается в том, что не все платят эти штрафы. Может быть, для кого-то они не являются большими, и некоторые нарушители, они повторно продолжают реализовывать пиво в таких объектах. Это очень удобно, действительно, во дворе дома поставили, можно продавать и днем, и ночью, можно это, конечно, в кавычках, обычно так делают, поскольку добросовестные предприниматели торгуют только с 10 утра до 10 вечера. Пиво, как правило, в таких торговых объектах реализуется без товаросопроводительных документов, без применения контрольно-кассовой техники и без фиксации в ЕГАИС. То есть налицо букет нарушений. Но Госалкоголь-инспекция, здесь сразу хочу сказать, когда к нам обращаются, демонтируйте. Мы не уполномочены на демонтаж таких торговых объектов. Например, в прошлом году по республике было выявлено 118 фактов продажи пива в нестационарных торговых объектах, из них показаний 40. Но во всех случаях информацию о таких торговых объектах мы передаем в органы местного самоуправления. В Казань мы этот перечень тоже передали, и теперь нами проводится совместная работа по установлению вопроса законность, незаконность торговых объектов. И я думаю, эта работа у нас будет и дальше продолжена для того, чтобы незаконно установленные торговые объекты были демонтированы, а те, которые установлены законно, но попались вот на такое нарушение, как продажа пива, они прекратили незаконную деятельность именно по продаже пива. Пожалуйста, хлеб, молоко, вода, цветы, Бога ради. Но только не алкоголь и не фанфурики. Спасибо. Что касается эстетики, то магазин, построенный в соответствии со всеми требованиями, конечно же, априори более уместен, чем никем не контролируемые киоски. Существуют ли единые стандарты оформления торговых объектов? Руслан Фаритович.
Да, единые стандарты на территории города существуют, они приняты, типовые проекты приняты постановлением. У нас даже есть образцы. Сегодня покажите нам, пожалуйста. Постановлением приняты. Вместе с тем предприниматель, который хочет поставить свой индивидуальный проект, он может согласовать индивидуальный проект в управлении архитектуры. Сергей Александрович, вы тоже считаете, что действительно должен быть выбор, да, и должны эстетически выглядеть правильно, так ведь? Конечно, конечно. Мы живем в таком красивом городе, да, то есть хотелось бы, чтобы все это было законно и все это было эстетично и красиво. Вот как раз мы видим сейчас на экране образцы, как это могут выглядеть и цветочные павильоны, и овощные павильоны, и павильоны, которые торгующие продуктами питания, да? Это уже утвержденные проекты, я так понимаю, да? Это утвержденные типовые проекты, но они не исключают право предпринимателя предоставить свой индивидуальный проект. В принципе, если он предоставит, можно рассмотреть его тоже. Спасибо. Нестационарные торговые объекты размещаются на муниципальной земле. Скажите, каким регулярным проверкам они подвергаются? Нами постоянно проводится мониторинг в целях выявления незаконных объектов. После чего, это все происходит в рамках муниципального земельного контроля. В дальнейшем мы применяем меры в части демонтажа данных объектов. Кроме того, у нас также имеется административный регламент муниципальной торговой деятельности. После заключения договоров мы проверяем на предмет соблюдения норм и те объекты, которые заключили с нами договоры. Законные объекты, имею в виду. С нами в студии заместитель начальника отдела надзора по гигиене, питания, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан Назиля Хузахметова. Добрый вечер. Назиля Назымовна, каким образом вы отслеживаете соблюдение санитарно-гигиенических и иных норм? Добрый вечер. Во-первых, хочу сказать, что управление применяет рискоориентированный подход к организации контрольно-надзорных мероприятий, и нестационарные торговые объекты относятся к 6-й категории риска, которые плановому контролю не подлежат. И поэтому мы контроль со своей стороны в размере своей компетенции мы можем осуществлять только лишь по обращениям граждан. Это будут неплановые проверки по защите прав потребителя. Если это угроза, то по согласованию с прокуратурой. Если нет угрозы, то это административное расследование проводим. Только лишь по обращениям граждан. Какое наказание следует за несоблюдение правил и много ли нарушителей? В зависимости от того, какого характера нарушения, если это, скажем так, отсутствие воды и канализации осуществляется полный цикл, кафе полностью функционирует, то, конечно же, полный пакет административных мер. Какой размер штрафа обычно в этом случае? По статье 6.6, если на индивидуально предпринимательно от 10 тысяч и выше, да, на юрлицо это в 10-кратном размере больше, то есть 30 тысяч. Если же, допустим, это грубейшее нарушение, то уже материалы дела все передаются в суд, и судом принимается мера административного приостановления деятельности, и срок может от 8 до 90 суток. Спасибо. С нами в студии заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан Габдулхак Мутагулин. Габдулхак Гусманович, хайрлы киш. Каким образом контролируете качество реализуемых продуктов, да, в таких торговых объектах? Какие разрешительные документы должны быть на руках у предпринимателей? И каким образом в этом случае должен быть оборудован нестационарный торговый объект? В таких торговых объектах, как здесь было уже сказано, торговые объекты не надо путать несанкционированной торговлей. Если вышеупомянутые торговые объекты, они у нас, мы будем считать их законными. Если там реализуются продукты животного происхождения, обязательно должны быть ветеринарные свидетельства. Ветеринарные свидетельства у нас оформляются после прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы. Но это безопасность. Ветеринарно-санитарная экспертиза проводится для исключения таких общих болезней для человека и животных. Туберкулез, бруцеллез, лейкоз и так далее. Все уже знают, что ветеринарные свидетельства на сегодняшний день оформляются в системе Меркурий, поэтому такие торговые объекты должны иметь технические возможности для принятия продукции и для погашения. Если это мясо, мясо должно быть клейменное, они должны иметь ветеринарное клеймо. Мясо поступает только через убойные пункты Татарстана. Там работает государственная ветеринарная служба.
Но продукция должна быть безопасной. Если этого нет, какой штраф? Штраф и для индивидуальных предпринимателей до 20 тысяч, физические лица до 5 тысяч. Сообщение с электронной почты программы. Я хочу открыть киоск по продаже горячего чая, нестационарный торговый объект, аналогичный тем, которые стоят в парках. И у меня возник вопрос, можно ли использовать для нагревания воды дровяной самовар? Не противоречит ли это каким-то противопожарным или санитарным нормам? Назиля Назымовна, прокомментируйте, пожалуйста, что нужно? С точки зрения нашей компетенции Роспотребнадзора, для нас не важно, на каком топливе приготовлен данный чай, да, нам важно качество воды. Оно должно быть бутилировано, промышленное изготовление. То есть не где-то набрали воду из-под крана, а именно промышленное изготовление в больших бутылях. Спасибо. Этот же вопрос я адресую заместителю директора дирекции парков и скверов города Казани Айгуль Латыповой. Айгуль Фаритовна, добрый вечер. Вам слово. Вопрос очень интересный, особенно принимая во внимание то, что сейчас все предприниматели стараются использовать термопоты в парках в связи с тем, что все-таки летний сезон работы в парках, он подразумевает большое количество посетителей, а термопоты, они именно помогают быстро работать и отдавать чай на количество посетителей. Конечно, у нас в парках существует регламент размещения стационарных торговых объектов, но они в основном регулируют проведение аукционов на право размещения, внешний вид объектов и в основном вопросы, которые регулируют именно право размещения этих объектов. По поводу дровяного самовара, наверное, можем сказать, что, учитывая, что все-таки мы размещаем объекты в основном только на 6 месяцев, и наши предприниматели используют быстро разборные конструкции, которые в основном состоят из деревянных покрытий, поэтому, наверное, со стороны пожарной инспекции все-таки использование чего-то огнесодержащего мы все-таки не будем разрешать, но мы готовы рассмотреть этот запрос в частном порядке, то есть мы открыты всегда к диалогу, обязуемся, наверное, если этот предприниматель обратится к нам, рассмотреть более подробно вместе со службами Роспотребнадзора, вместе с пожарной инспекцией и призываем участвовать, наверное, всех предпринимателей в аукционах, которые сейчас у нас уже объявлены на текущий летний сезон. И обращаться в дирекцию по всем возникающим вопросам. Спасибо. Сегодня не раз прозвучала фраза, где контролирующие органы, кто нас проверяет, вернее, где же общественники, где же контролирующие органы. С нами сегодня юрист Общественной палаты Тимур Акра. Тимур Хусейнович, добрый вечер. Вам слово, куда смотрит Общественная палата. Добрый вечер. Общественная палата, конечно же, готова к взаимодействию, к любым проявлением. Вот сегодня коллега прозвучал риторический вопрос, а куда собственники многоквартирного дома тоже же могут обращаться в суд или исполком. Суд, это разные моменты, у многих есть свои трудности, это накладное. И вот в свою очередь, конечно, я тоже хочу сказать телезрителям, что Общественная палата вот в этой ситуации готова помогать. Спасибо. Есть еще у нас сообщение, нужна ли пожарная сигнализация на нестационарном торговом объекте с площадью 12 квадратных метров. Нужна ли пожарная сигнализация? Кто прокомментирует? Руслан Фаритович. Согласно нормам противопожарным правилам, я, конечно, ответить не могу, так как не специалист, но, наверное, и нужно. Хорошо. Сегодня одно из нововведений касаемо благоустройства территории, да, это изменение схемы размещения нестационарных торговых объектов. То есть сколько мест сегодня будет включать в себя новая схема? В настоящее время схема уже сформирована. Она насчитывает 740 мест размещения. Вместе с тем, также дополнительно рассматривается заявление в том порядке, о котором я уже рассказал, да, возможно, включение в схему новых нестационарных объектов, то есть мест размещения. Как будете контролировать появление незаконных уже киосков, ларьков на этих новых территориях, в новой схеме? Как будете контролировать? Что будете делать для того, чтобы не допустить то, что происходит сейчас? На территории города, как я уже сказал, да, контроль ведется, выявляются незаконные нестационарные торговые объекты, потом, после чего применяются меры по демонтажу. В настоящее время действует на территории города порядок демонтажа, он определен, утвержден, то есть решением Казанской городской думы. На демонтаж дается добровольный срок, то есть 5 суток, да, в дальнейшем, в случае, если объект не демонтирован,
А в добровольный срок тогда уже сила подрядчика включается, исполнительный комитет демонтируется принудительно. Александр Борисович, подводя итоги нашей сегодняшней программы, скажите, пожалуйста, что можете сказать по ужесточению контроля за деятельностью нестационарных торговых объектов и на территории нашей республики и уменьшению коррупционных рисков? Когда мы проводили мониторинг данной сферы, мы обратили внимание на то, что в схеме размещения этих объектов адрес указывается очень расплывчато, то есть вблизи дома, например, там, номер 1. Правоприменитель имеет право самостоятельно трактовать, да, как, соответственно, это вблизи оно будет выглядеть. То есть, как правильно отметил представитель прокуратуры, широта дискреционных полномочий, и мы выступаем за то, чтобы привязка объекта была географическим координатом. То есть не вблизи какого-то объекта конкретно, то есть широта его долгота. Здесь мы уже, соответственно, снимем эти проблемы. Подводя итоги сегодняшней программы, конечно, хочется сказать, что мы за такой короткий промежуток времени не можем... Мы еще будем возвращаться, думаю, к этой теме. Да? Есть поле для размышлений. Действительно, наша программа подошла к концу. Я благодарю гостей за эту беседу и прощаюсь. Всего вам самого наилучшего. До скорых встреч на ТНВ.